Социальный переток, который республика получает с 23 декабря прошлого года, суммарно составляет 327 миллионов киловатт-часов. По словам главы РУП Черноморэнерго Тимура Джинджолия, ориентировочно его хватит до 13-15 февраля. Необходим дополнительный коммерческий переток, источники финансирования которого пока не определены. Вносить изменения в действующий 6-часовой график отключения электричества пока не планируется. Все будет зависеть от того, какой объем поставок электроэнергии будет готова выделить Россия. Идут переговоры технические с Российской Федерацией. Если все сложится, то ориентировочно с 7 числа будет, наверное, заключен еще дополнительный договор, который обеспечит нас электроэнергией. Я думаю, до конца месяца, может, чуть больше. Большую часть электроэнергии Абхазия получает со стороны России – 6 миллионов киловатт-часов. Ингургэс может обеспечить страну светом только на 4-ю часть. На сегодняшний день уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим, но наблюдается положительная динамика. Ориентировочное потребление сегодня с учетом наших ограничений – это 7,5 миллионов киловатт-часов. 6 миллионов киловатт-часов мы получаем со стороны Российской Федерации, 1,5 миллиона со стороны Ингургэса. Это общий график существует, под этот график попадает как переток со стороны Российской Федерации, так и электроснабжение со стороны Ингура. На сегодняшний день у нас уровень воды на Ингургэсе накопился, если был 409-410 метров, на сегодняшний день составляет 417,5 метров. Ждем небольшое увеличение притока. Сам приток на очень низкий сегодня составляет всего 25 кубов в секунду. Уже ждем поэтапного потепления, увеличения притока, и потихоньку, я думаю, мы будем переходить уже на мощности Ингургэса. 2024 год стал для Абхазии годом большого энергетического кризиса. Чтобы избежать таких проблем в будущем, необходимо ответственно подойти к оплате и экономии электроэнергии. На сегодняшний день за свет платят лишь 30% населения. Борьба с так называемыми майнерами продолжается, но не приносит необходимого результата. Есть изменения, потребление по майнингу у нас постепенно идет незначительное, но снижение. Предполагаемое наше сегодня потребление майнинга – это порядка 20-25 мегаватт, это по нашей стране. Но ежедневно ведется работа. На прошлой неделе порядка 64 штук было прекращена работа, изъяты. И еженедельно мы эту работу продолжаем. Потому что вроде 15 машинок, если человека установлено, это потребление порядка 35-40 киловатт. 35-40 киловатт это покрывает нужды 5 домохозяйств, так скажем. Люди, видя, в какой ситуации мы находимся, как это тяжело, дорого обходится республика, они все равно продолжают заниматься этой деятельностью. И наша первостепенная задача, конечно, со всеми силовыми органами остановить эту работу. На сегодняшний день часть высоковольтной линии Кавкасионе состоит на балансе Черноморэнерго, но Абхазия не получает за это никаких финансовых отчислений. При включении она выравнивает реактивную мощность и повышает качество напряжения. Сегодня эта линия находится между российской и грузинской стороной, находится в разделении, до хребта это находится на российской стороне. Часть находится на нашей стороне, но диспетчерское и техническое управление находится на грузинской стороне. В день предстоящих выборов президента веерных отключений не будет. Республика будет обеспечена бесперебойным энергоснабжением. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.